Здравствуйте, это программа «Интервью», и у нас в гостях председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана Кирилл Первов. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. С 1 июня стартовал купальный сезон в нашей республике и в Уфе в целом. Расскажите, какое количество пляжей уже готово к приему отдыхающих и где, соответственно, находятся сейчас спасатели? Да, хочу сказать, что мы подготовку к летнему купальному сезону начали традиционно заблаговременно. В этом году вообще запланировано в республике открытие более 190 пляжей. Эту работу мы проводим совместно с муниципалитетами, совместно с предпринимателями. На сегодняшний день уже готово более 150 пляжей по республике, то есть они прошли соответствующую аттестацию. Это значит, что там обследовано дно, есть спасатели, необходимая инфраструктура. И, конечно же, традиционно мы рекомендуем купаться только в таких оборудованных местах для того, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Вот эти пляжи, как, соответственно, оборудованы буйками, и там дежурят сотрудники Госкомитета по ЧС, да? На каждом пляже обязаны дежурить спасатели. Это не сотрудники Госкомитета или Главного управления. На каждом пляже собственники готовят соответствующих специалистов. Они проходят обучение по специальной программе. Традиционно у нас в летний период также и студенты вузов трудоустраиваются, да, наши профильные кафедры и не только, и могут как бы принести пользу, да, и обеспечить безопасность на пляже, ну и какие-то заработать небольшие деньги. Мы со своей стороны оказываем помощь по их подготовке. В нашем учебно-методическом центре по гражданской обороне реализуются соответствующие программы, ну и в принципе любой желающий может прийти и пройти подготовку по программе спасателя-общественника. И эту работу мы продолжаем на постоянной основе. На текущий момент есть ли уже какая-то печальная статистика по тем людям, которые неаккуратно вели себя на воде, соответственно? К сожалению, с начала года у нас на водоемах уже 10 человек погибло в республике. Все мы помним и трагические случаи с детьми. Это у нас 2 подростка и маленькая девочка, которая находилась возле водоема без присмотра взрослых. К сожалению, упала в воду и некому просто было помощь ей оказать. То, что касается подростков, ежегодно тоже мы видим, что такой период, когда ребята компаниями приходят, каждый хочет показать, что, может быть, он там хорошо умеет плавать и так далее, но особенно в неподготовленных местах это может быть очень опасно, потому что могут быть ямы, течения, какие-то подводные объекты, и это может тоже закончиться трагически. Поэтому сейчас мы совместно и с коллегами из Министерства образования, из общественных организаций проводим активную и разъяснительную работу, в том числе среди школьников, о том, почему нельзя купаться в неустановленных местах, как действовать, если вы уже увидели, например, что кто-то тонет. Это все делаем для того, чтобы, конечно, обезопасить в первую очередь наших детей, ну и, конечно, всех жителей и гостей республики. Вы говорили, это неаккуратно, так скажем, введение правил безопасности на воде. Ну, неосторожно купаются люди, там, допустим, течение быстро. А какие еще основные причины, из которых, к сожалению, люди погибают, купаясь в водоемах, в реках? Ну, здесь, знаете, одна из основных причин, конечно, это еще и является купание в состоянии алкогольного опьянения. То есть, если мы берем такой социальный портрет, да, погибающего на воде, то это вот мужчина средних лет, который купался в состоянии алкогольного опьянения в неустановленном месте. Если мы говорим про детей, то, конечно, это в подавляющем большинстве случаев, когда они находились без присмотра взрослых, водные стихии очень опасны, поэтому иногда бывает несколько секунд достаточно для того, чтобы человек ушел под воду и уже невозможно будет оказать помощь. Это, собственно говоря, вот гибель людей происходит на необорудованных пляжах, соответственно. То есть, к сожалению, в тех местах, где люди самовольно и без присмотра спасателей и волонтеров купаются, да? Конечно, потому что если вы находитесь на оборудованном пляже, даже если, например, по какой-то причине почувствуете себя плохо или начнете тонуть, то всегда спасатели обученные окажут вам необходимую помощь, и в том числе медицинскую помощь, если необходимо. А если вы находитесь в необорудованном месте, то иногда некому оказать помощь. Даже если, например, рядом с вами находятся ваши друзья, которые пришли, если вы под воду быстро ушли, например, когда и течение, они не обучены специальным приемам и, соответственно, не смогут вам помощь оказать. Поэтому здесь еще раз говорим о том, что купание только на оборудованных местах. Если вы пришли с детьми, то постоянно они должны быть в зоне вашего внимания, и тогда вы уже сможете комфортно и безопасно отдыхать на воде. Отмечу, что в целом Республика Башкортостан является лидером по количеству таких безопасных мест отдыха. У нас, как я сказал, в этом году уже более 190 планируется их открытие. Мы за последние годы более чем в 2 раза увеличили такое количество пляжей.
И последние 3 года мы находимся на первом месте по количеству аттестованных пляжей в Приволжском федеральном округе. Вот вы говорили о правилах, какие нужно, соответственно, соблюдать. Это, естественно, на оборудованном пляже, естественно, ходить, и где, собственно, можно купаться в этой буйке и так далее, так далее, так далее, где спасатель находится. Все-таки какие бы вы еще бы рекомендации бы дали, особенно вот тем людям, а именно мамам, папам, которые вводят своих детей на пляж, вот, соответственно, потому что все-таки, сами понимаете, нужно же, чтобы и углядеть, и чтобы не случилась трагедия. Ну, здесь, конечно, с малых лет нужно начинать вообще в целом общаться с детьми о вопросах безопасности жизнедеятельности. Это касается не только безопасности на водных объектах, но и пожарной безопасности. Здесь для этого мы реализуем целый комплекс программ совместно с Министерством образования, с Министерством спорта, муниципалитетами. Реализуют целые программы по подготовке детей к плаванию, по обучению плаванию. Это раз. Второе, мы традиционно ежегодно открываем различные интерактивные площадки, проводим показательные уроки, дни открытых дверей в наших подразделениях, когда как раз ребят, начиная уже с детского сада, дальше школьного возраста, показывают им, как правильно действовать в той или иной ситуации. Здесь очень важный и психологический фактор. И, конечно, ежегодно мы проводим форум «Вместе за безопасность», где для взрослых, которые занимаются организацией летнего отдыха детей, как раз рассказываем о тех новшествах, о новых практиках, которые реализуются для того, чтобы обеспечить безопасный детский отдых. В этом году, например, мы такой форум провели в Учелинском районе. У нас в рамках также мероприятий «Школа безопасности» участвовали дети более чем из 20 муниципалитетов Республики Башкортостан, которые, конечно, очень были довольны такой возможностью, и мы надеемся, что они и сами будут соблюдать эти требования безопасности, ну и, конечно, расскажут своим друзьям. Ну и иногда очень полезно, когда дети даже взрослым рассказывают, как себя нужно правильно вести в той или иной ситуации, ну и в том числе у водного объекта. А вот такие мастер-классы, вот я помню, несколько лет назад видел, это было в Уфе, когда спасатели показывали наглядно людям, как человек тонет, естественно, как оказывать первую медицинскую помощь, искусственное дыхание. Вот подобные мероприятия планируется ли проводить и в целом? Да, как я сказал, мы их проводим постоянно. То, о чем вы говорите, это проводили их в Уфе, это было на набережной реке Белой, на озере Кашкадан. В этом году, как я уже сказал, это проводили в Учелинском районе. Непосредственно это республиканский форум «Вместе за безопасность», он уже 5-й раз проводится. А все желающие, в принципе, кто организует какие-то детские лагеря, какие-то школьные лагеря, мы всегда идем навстречу, могут нам прийти в гости в наш, например, учебно-методический центр или в пожарную часть, в спасательный отряд. И наши спасатели с удовольствием продемонстрируют приемы и правила оказания помощи. А вот, соответственно, еще хотел уточнить, нужно же еще обращать внимание туристам, которые сплавляются также по горной реке, потому что лето вот как раз в самом разгаре, сами помните, начало июня уже жара, естественно, наступила 30-градусная температура была. Вот какие вот требования есть к туристам и тем, кто сплавляется и путешествует по Башкортостану? Да, вы очень правильно отметили, у нас Башкортостан является излюбленным местом отдыха, да, не только наших жителей, но и из других субъектов Российской Федерации. Особенно это пешеходные маршруты, водные маршруты. В этом году весной на горных реках также у нас несколько тысяч туристов проходило, отдыхало. Наши спасатели обеспечивали безопасность. Но могу сказать, что не все ответственно подходят к организации своего туристического маршрута. Мы помним, что обязательно перед отправкой на туристический маршрут нужно проходить регистрацию на сайте Главного управления ЧС России по Республике Башкортостан или Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Это как раз нужно для того, чтобы если вы попали в какую-то нештатную ситуацию, чтобы спасатели знали, где вы находитесь, чтобы оперативно могли оказать вам помощь. Но вот в связи с тем, что эти меры не все соблюдают, у нас, конечно, был трагический случай в этом году, когда турист из Свердловской области на катамаране упал в горную реку. Его компаньоны не смогли оперативно оказать помощь, и, к сожалению, спасатели уже потом проводили поисковые работы и нашли его, к сожалению, погибшим уже ниже по течению. Поэтому, чтобы таких историй не допускать, обязательно регистрация раз. Второе – это качественная подготовка, то есть к маршруту. Если вы идете, например, в пешеходный поход, то это обязательно у вас должна быть соответствующая карта, рассчитано время, когда вы дойдете до населенного пункта, соответственно, питание все необходимо должно быть рассчитано. Обязательно необходимо, если вы отправляетесь на водный маршрут,
чтобы у вас была каска, спасательный жилет, потому что даже какая-то небольшая река может доставить проблемы, потому что, во-первых, может измениться, например, погода, да, и резко начать подниматься уровень воды. Соответственно, вы должны вот таким всем нештатным ситуациям быть готовы, а если вы чувствуете, что пока вы еще не готовы к таким экстремальным видам отдыха, то лучше, конечно, от этого отказаться. И планируется, как я полагаю, еще помимо традиционного пешего патрулирования спасателей, еще и водное патрулирование на катерах и так далее, да? Традиционно мы ежегодно это организуем, потому что у нас, как я сказал, есть аттестованные пляжи, но не все правила соблюдают, и есть места, куда люди выходят купаться, несмотря на то, что есть там запрещающие знаки, купание запрещено. А могу сказать, что они просто так не устанавливаются. То есть, как я сказал, это может быть очень резкое изменение уровня дна, да, большое течение. Такие места мы, например, знаем, вот недалеко от пляжа Солнечный в городе Уфе, выше по течению. У нас практически ежегодно там гибнут люди. К сожалению, помните, несколько случаев было, когда гибли иностранные студенты. Потому что они вроде смотрят, спокойно река, хотят зайти, например, там, по колено, по пояс, кто-то даже купаться не умеет, но попадают в яму там 2-3 метров глубины и начинают резко тонуть. Поэтому, как говорится, все правила, да, вот они написаны кровью. Если табличка стоит, что купание запрещено, там купаться ни в коем случае нельзя. В рамках профилактических мероприятий мы в том числе и привлекаем к административной ответственности тех, кто эти правила нарушает, особенно купание в состоянии алкогольного опьянения. В этом году вот у нас по республике уже более 170 таких протоколов составлено. Ну и основной, конечно, метод это у нас, скажем так, доведение информации до населения, рекомендации. Мы уже стараемся штрафовать только в каких-то уже там самых таких злостных нарушителей, да, в сложных случаях. Обычно разъясняем, почему так делать не нужно. Эту работу у нас проводят спасатели как с берега, так и наши мобильные патрульные группы с использованием мобильных спасательных постов. А напомните, пожалуйста, сколько составляет штраф за, допустим, купание в нетрезвом виде и так далее? Штраф для физических лиц у нас составляет от 2000 рублей, то есть достаточно внушительная сумма. Расскажите, вот все-таки в прошлом году уровень воды в реках водоем был достаточно высокий, и вот в этом году какой сейчас уровень? Но если мы говорим про прошлый год, мы помним, что у нас был дождевой паводок, это в июле месяце. Такое явление, конечно, для республики у нас достаточно редкое. Если по статистике посмотреть, мы видим, что там ориентировочно где-то раз в 30 лет повторяется. Но в этом году немножко ситуация другая. У нас достаточно затяжное было весеннее половодье, потому что мы помним, что ледоход у нас начался еще в марте месяце. Это на месяц практически раньше, чем обычно. И вода на достаточно высоком уровне продолжает держаться. Вот сейчас уже начало июня, да, и многие пляжи у нас пока еще находятся под водой в связи с тем, что высокий уровень воды. Но, тем не менее, если пляж у нас аттестован, вот как, например, в городе Уфе спасатели там дежурят на этом месте, потому что может быть использовано просто как место отдыха, поэтому это место безопасно в любом случае. Даже если нельзя заходить в воду, вы можете прийти и в комфортных условиях там, принять солнечные ванны, воспользоваться всей необходимой инфраструктурой пляжа. А по уровню воды какие-то есть прогнозы у вас? Ну, по уровню воды мы традиционно ожидаем, что у нас в течение июня вот эти пляжи, которые пока сейчас остаются под водой, они у нас должны освободиться. Но опять же, если не будет каких-то резких аномальных ливней, как у нас, например, было в прошлом году, к сожалению, пока у нас технологии прогнозирования позволяют точный прогноз получать где-то там до 5-7 дней, поэтому на больший период пока точно сложно сказать. Благодарю Кирилла Сергеевича за беседу. А я напомню, у нас в гостях был председатель Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Это была программа интервью. До свидания и до скорой встречи.